В Крыму более сотни мусульман вывезли из мечети в полицию. В поселке Молодежное Симферопольского района 50 автоматчиков после джума намаза погрузило людей в автобусы. На место происшествия выехал член контактной группы по правам человека в Крыму Абдуришид Джеппаров. Он сообщил, что большинство из верующих уже вернулись домой. Ранее подобное массовое задержание провели в селе Пионерское под Симферополем в кафе «Багдад». Тогда задержали 35 крымских татар. Я все вместе вам с тобой начну растолковать. Да нет такого нигде, как здесь. Это вам докажет. Это ваше личное мнение. Не путайте ваше личное мнение с законом. Пускай все думают, есть закон. Покажем документы, разойдемся. Сомнения в документах. Я объясняю. В свободном доме. Силовики российские, ОМОН, автоматчики, балаклавы, ну как обычно это делается, автобусы и прочие машины подъехали к мечети и уже ожидали молящихся на выходе. Когда закончился намаз, они всех на выходе стали, как сейчас принято говорить у блатных, принимать. То есть они стали останавливать и настаивать на том, чтобы они показали документы. Ну, понятно, человек вышел, скажем, из дома, прошел 70 метров, там, кого-то 100 метров, не знаю, там, пусть километров до мечети. Для этого нет необходимости брать документы. Ну, а те настаивали на документах, их не было у многих. И тогда стали их заводить в автобусы. Кто-то пытался не входить в автобус, то есть оказал такое, пусть пассивное, но сопротивление. Ему, ну, пусть не скручивали и не били, но, по крайней мере, затолкали в автобус. Потом, в общем-то, набили автобус, потом еще, и оставшимся предложили ехать на своих машинах вслед за ними. На отделение полиции на Павленко в Симферополе. Количество павших было в пределах 50 человек. Количество людей на намазе было около 150 человек. Из них некоторые не поехали, потому что при них в самом деле оказались документы, потому что там есть люди, которые приезжают с привоза, с рынка, есть люди, которые просто по пути заходят, там автобусники, там, ну, мало ли кто еще, у них документы при себе, они не поехали. Остальных всех повезли туда. Продержали там какое-то время, некоторых отпустили, сказав при этом, чтобы они потом сами поехали сами своим ходом. Ну, а, в общем-то, шок теперь у людей как бы прошел, они решили, что поедут, когда будут повестки со всеми там обоснованиями. Одни вернулись, другие еще возвращаются, а имам пока еще был там. И вот на момент моего звонка он еще не вернулся. При этом, понятно, никто ничего не объяснял, ничего им не предъявляли, никакие документы, удостоверения, просто вот так вот, в общем-то, ну, по-российски, в общем-то. Завтра будем уже изучать абсолютно все досконально, а пока каждый говорит по-всякому, поэтому такую цельную картину пока мы не имеем. До этого они заходили к нам в Харасу-базар, в Сарасу, только до этого. И сказали, смотрите, чтобы у вас, предупредите все население, чтобы у них были документы, иначе в общем-то, будет, ну, немножко нехорошо. И имели в виду, видимо, тот сценарий, который был молодежным.